Для вас, любители музыкального искусства. Сәнгатькә гашыктар, сихри моң һөючеләр, һеҙҙең өсөн. Первый телевизионный конкурс юных музыкантов «Йәлкен», «Парус» приурочен к году башкирской истории, объявленному Всемирным Курултаем башкир. Бөйек композиторларыбыз Ғазиз Әл-Мөхәмәтов, Захир Исмағилов, Хусайын Ахмәтов, Нариман Сабитов һәм башкалар музыкаһында туган моң, тарих һәм рух. Яш музыканттар тарихыбызды моң аша еткерә безгә. Елкәнде кирдек, бер тулкында булайык. Наступил самый важный, ответственный и волнительный момент нашего конкурса, и это жеребьевка. Рустам, расскажи, как она пройдет? Һеҙҙең алдығыҙҙа кәмәләр итеп йөрөй, кәмәләр эсендә хандар. Улар һеҙҙең нисәнсе булып сығыш яһағанығыҙҙы күрһәтер. Шулай итеп, кем беренсе булып башлап ебәрә? Итак, Аделя была первой. Проходи, выбирай свой корабль. Нинди һиңә оҡшай? Так, хәҙер ҡарайбыҙ. Попросим Аделю подписать свой корабль и отправить его в счастливое музыкальное плавание. Желаем счастливого плавания твоему кораблю. Кем икенсе булып һайлай? Айзил, айда. Шулай итеп, Айзилдың кәмәһе музыкаль дөньяға йөҙөп китте. Кто следующий пойдет? Аня, идем к нам. Ярослава будет открывать наш конкурс в скрипичном отделении. Кадар егеттер, биш. Шулай итеп, дүрт. Бұл номинацияда 2 генә катнашыусы калды һәм улар нисәнсе булып сыгыш яһаганын хәзер белербез. Кем сыга? Изида. Айда ут. Алты. У нас остался последний корабль и последняя участница. Бер генә кына. Ну выбери его все равно, хотя он последний. Бына дуслар, адакы кәмәлә йөҙөп китте. Все кораблики присвоены, все номерочки розданы. Нам остается только пожелать удачи нашим юным участникам конкурса. Кыздар, тик алға. Представляем уважаемое жюри первого телевизионного конкурса юных музыкантов «Йәлкен». Музыкант, кларнетист, лауреат Государственной республиканской молодежной премии имени Шейхзады Бабича, лауреат международных конкурсов, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Башкортостан Артур Назиуллин. доцент кафедры композиции Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова,
член Союза композиторов России и Республики Башкортостан, лауреат Государственной молодежной премии имени Шейхзады Бабича, лауреат всероссийских и международных конкурсов Шаура Сагайтова. скрипач, лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов, солист и концертмейстер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Башкортостан, Ильшат Муслимов. старший преподаватель кафедры истории музыки Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, лектор-музыковед, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, Виктория Симонова. кураист, кубызист, думбырист, мастер горлового пения, заведующий кафедрой традиционного музыкального исполнительства Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, Артур Гайсаров. Ярослава, поздравляю тебя с хорошим выступлением. Очень красивую мелодию выбрала, народную. Как настроение вообще? Хорошо. Хорошо? Ты у нас самая юная участница. Очень красивое платьишко. Молодец. Здорово играла. Как себя чувствует твой правый локоток? Скажи нам, пожалуйста. Он у тебя не зажимается? Свободно. Свободный? Вот как мне показалось, ты немножко, чуть-чуть его высоковато держишь. Вот как-то надо немножко так приосаниться и посвободнее его держать. Понимаешь, серьезно, да? То есть ла-та-ти-та-та. Вот немножко вот так вот. Ти-ра-та-та-та и та-ра-та. А скажи, пожалуйста, вот ты играешь, как называется произведение, которое ты сыграл? 7 девушек. Правильно. А ты представляешь себе, вот как они танцуют? Какие плавные у них движения. Ты вообще этот танец видела на сцене, как 7 девушек танцуют? Когда-нибудь? По телевизору, в интернете, неважно. Никогда не видела? Или все-таки что-то припоминаешь? Такие одинаковые, такие плавные у них у всех движения. В одну Видела. сторону И идут, глазки опущены, как у вторую. тебя во время игры. Да. Если не смотрела, то я тебе очень советую это сделать. Хорошо? Это тебе многое откроет, и у тебя будут какие-то новые впечатления, новые краски будут в голове рождаться, и ты по-другому, может быть, что-то почувствуешь. И так все очень хорошо, ты молодец. Вот. Ну, я думаю, что тебе будет полезно. Дальнейших тебе успехов. Спасибо большое, Мирославочка. Ты самое главное, не стесняйся. Ты красивая девочка, у тебя хорошо получается играть на скрипочке. Вообще любишь скрипочку? Да? Поглаживаешь ее, как кису? Да? Любишь ее? Вот, вот так улыбайся, мило, нежно. И я думаю, все у тебя будет хорошо. Поэтому, а заниматься ты любишь на скрипочке? Да? Соседей мучить любишь? Чтобы они стучали по батарейке. Мирослава, хватит уже заниматься. Так стучат? Или еще пока нет? Ну, значит, надо заниматься так, чтобы они стучали тебе по батарейке и говорили: хватит нас мучить этой скрипкой. Мы всех соседей
очень просим войти в положение и любить классическую музыку. Только усердные занятия могут сделать из детей ярких и востребованных музыкантов. Поэтому терпите, уважаемые соседи. Мирослава, а тебе удачи. Занимайся. Спасибо. Спасибо. Ярослава, а ты в школе первый класс закончила, да? Да. Значит, ты в этом году двойная молодец. Ты первый класс в школе закончила и в музыкальной школе, да? А давай ты сейчас помашешь ручкой и передашь привет всем своим друзьям, одноклассникам. Они будут тебя смотреть по телевизору и удивляться, что у них рядом учится самая настоящая девочка из музыкальной школы. Помаши им. Вот, молодец. Афарин, Мирослава, бик яхшы сығыш яғаның. Күлдәгің да матур, үдің да матур, бик матур етіп ойнайын. Гел шулай бұл, давам ет, шулай етіп қуандырып, әсей атайыңды, оқытушыларыңды қуандырып яша. Поздравляю тебя с прекрасным выступлением. А ты, когда вырастешь, хочешь играть на скрипке? Да. Нравится тебе? Молодец. А что еще ты играешь, кроме вот такой красивой песни? У меня есть красивая пьеса «Концерт». Ого, уже концерт. Концерт. А кто композитор? Кравчук. Кравчук. Мы желаем тебе, чтобы у тебя было много-много концертов, как в твоем репертуаре, так в твоей жизни. Спасибо большое. Удачи. Удачи! Молодец. Только что к нам присоединилась самая юная и самая смелая участница конкурсных прослушиваний в номинации «Струнные инструменты». Мирослава, я поздравляю тебя с успешным выступлением, вручаю тебе диплом, передаю его твоей маме, потом забери. Скажи, пожалуйста, страшно было быть первой? Ты чувствовала на себе ответственность? Может быть, волновалась немножко? Мне было страшно, но немножко. А может быть, тебе даже понравилось? Цвет софитов, жюри, большая студия. Честно говоря, я рада, что я всего лишь беру интервью, а не выступаю. А может быть, тебе нравится выступать на конкурсах? Это твой первый конкурс или какой? Скажи. Мне понравилось выступать на таком конкурсе, но он у меня не первый. Ты у нас опытная в конкурсных делах. А скажи, пожалуйста, ты сама выбрала инструмент скрипку для того, чтобы на ней заниматься? Или тебе мама подсказала, или педагоги в музыкальной школе? Ну, вообще, мне предложила мама, а согласилась я сама. Сама приняла это ответственное решение? Да. Здорово. Я хочу задать пару вопросов теперь твоей маме. Скажите, пожалуйста, вот мне кажется, что когда твой маленький ребенок выступает на таком серьезном, волнительном конкурсе, мне кажется, что родители должны волноваться еще больше. Я права? Ну, конечно, волнение, оно присутствует, но у нас есть, на самом деле, большой опыт, потому что у нас 3 девочки-скрипачки, Мирослава средняя, у нас еще есть младшая девочка-скрипачка, поэтому мы тренируемся в этом навыке, не волноваться перед конкурсами. С каждым ребенком все легче? Да, конечно. Вы планируете создать свой домашний симфонический оркестрик? Да, вы угадали. Девочки мечтают создать свою группу, когда вырастут. Ну что ж, мы будем ждать того момента, когда они подрастут и действительно смогут выступать ансамблем или трио, или, может быть, возьмут еще кого-то к себе. Я желаю вам удачи. Вы уже самое волнительное прошли. Остается дождаться результатов конкурса.
Маш, молодец. Спасибо. Поздравляю тебя с хорошим выступлением. Знаешь, очень интересное произведение, признаюсь, слышу его впервые. Да. И, в общем-то, думаю, что ты в полной мере передала вот настроение пьесы, дух степи, он реально присутствует. То есть, и это очень хорошо. Вот. Хотел бы обратить внимание твое вот на некоторые такие, скажем, моменты, как какие вот самые высокие ноты в этом произведении? Ну, синяя там есть, ля. Начнем с последней ноты, да? Самая высокая нота – си, так ведь? На ми-струне си вот ты сыграла. А помимо нее несколько раз встречается еще фа диез на кварту ниже, так ведь? И вот очень важно, чтобы вот эти ноты верхние, они звучали чисто, красиво, прозрачно на ми-струне. Ми-струна, ведь у каждой струны у нас на скрипке есть своя какая-то тембральная краска, так ведь? Ми светлая, прозрачная. Еще мы говорим, вот есть, например, в скрипке серебро, например, или его нет, вот, да? Но вне зависимости от того, какой инструмент, надо, чтобы вот это серебро максимально присутствовало. На ля есть какие-то свои особенности. Или вот ты, например, сыграл на струне ре, например, да? Тоже надо немножко погуще сыграть, все-таки ближе к басу как-то, да ведь? Вот такие вот моменты. Вот. Что касается интонации, технических моментов, все достаточно хорошо. Молодец, продолжай заниматься. Я хочу сказать, что, Маша, мы с тобой знакомы уже не первый год, и она участник программы фонда Спивакова. И ты знаешь, ты растешь. Это самое важное. Ты играла свою любимую пьесу «Вечное движение», которую все мы знаем, где-то ты пританцовывала. А «Вечное движение» чье? Литвинова. А, Литвинов? Да, ну, не Паганини какой-то. Да, и не Бом, и не Рис. Сам Литвинов, господин. Да. И Владимир Теодорович тебя слушал, и все. А ты растешь, и в репертуарном плане в том числе. И вот играешь произведение моей одноклассницы Альфии Хабировой, что очень приятно мне тоже было. Вот. Так что ты давай, Машенька, занимайся дальше. Ты уже скрипочку поменяла, я смотрю. Да? Уже побольше взяла инструментик. Ну и дальше так, в таком же темпе. Расти над собой и занимайся, самое главное. Я тебя поздравляю. Спасибо. Мне очень понравилось твое выступление, и мне очень понравилось твое чувство ансамбля с твоим концертмейстером. То есть ты не просто играла свою мелодию, а вот у вас был диалог, вы были в одном настроении, то есть он тебя поддерживал, и ты старательно прислушивалась. Это очень важное умение, и развивай его и дальше. Вот, по техническим уже тебе сказал Ильшат Дамирович, а остальное мне очень понравилось. Спасибо большое. Вообще хочется добавить просто про пианиста. Мы заговорили про концертмейстера. Вообще-то блестящий пианист Денис Хусаинов. Так что нам вообще Башкирия большая гордость и честь, что он работает здесь. И я хочу это отметить прям отдельно жирным шрифтом. Денис, мы рады тебя видеть. Машенька, а у меня к тебе есть вопрос. Ты сейчас сыграла замечательное произведение. А что ты хочешь сыграть из произведений башкирских авторов следующее? Какая следующая твоя ступенька? Не знаю. Честно. Пока не наметила еще, да? Мне кажется, что на скрипке очень хорошо прозвучат вокальные произведения, которые написаны нашими лучшими мелодистами. Нуразгат Чадаутова, Салават Ахмадеевича, Низамеддинова можно было бы посмотреть. Так что посмотри, может быть, это не скрипичная музыка, а какая-то другая, ты прямо сама сделаешь обработку. Кстати, Денис еще и композитор, я тебе рекомендую. Может сделать тебе. Обратись к нему. Обратись. Да. Мария, действительно, в твоей музыке звучала степь, ветер степи. Я это услышал. Мне очень понравилось, как ты выступала. Поэтому хочу сказать тебе большое спасибо за твое выступление. И, естественно, продолжай, как говорят, расти дальше. Не останавливайся ни в коем случае. Всего тебе хорошего, добрый путь. Абиден килеха катнашусы ул Мария. Мария, михина ысын күңелдән котлаем, был диплом хинеке. Мария, вот каково быть человеком, который выступает перед такими почетными людьми? И вообще, все ли пошло по плану? На самом деле, да, даже лучше, чем я думала, у меня получится сыграть. Я очень рада получить критику от этих людей, потому что теперь я знаю, что мне нужно сделать лучше, куда, возможно, стремиться. А ты согласна ли с мнением жюри? Да, безусловно, я согласна с мнением жюри.
так как там сидят люди, знающие свое дело и которые могут дать мне очень полезные советы. А чем ты занимаешься в свободное время, кроме скрипки? Я хожу на спорт, на бадминтон, люблю рисовать. У меня есть младший брат, за которым тоже надо часто следить, чтобы он не творил что-нибудь. В общем, вот. А вот чем бы ты занималась, если бы не было музыки? На самом деле даже не знаю. Возможно, я пошла бы в художественную школу, может быть, на какой-то в сторону языков направилась. А теперь вопрос к твоему преподавателю. А как привлечь детей к музыке? Ну, наверное, интересными занятиями прежде всего, чтобы детям было интересно заниматься. Маша занималась на скрипке с 4 лет. Она пришла очень маленькая. И, конечно, в группе ей было заниматься очень весело и интересно. И тем самым любовь к скрипке постепенно привелась. И сейчас она уже достаточно взрослая, чтобы сделать даже выбор профессиональный. Мне кажется, вы волновались больше, чем Мария за кулисами, да? Так ведь это? Конечно, все преподаватели очень переживают, и я из их числа. Кстати, Мария, смотри, ты говорила, что получать критику от таких людей тебе приятно. А кто твой самый главный критик? Я думаю, что Людмила Павловна, потому что как бы я ни сыграла, конечно, можно сыграть лучше, я сама это понимаю, но как-то уже даже привыкла, что мы обсуждаем мои выступления после, что было сыграно хуже, что лучше, чем раньше, и мы исправляем это. Мария, тебе огромное, большое спасибо. Ты у нас большая умничка. Ну а мы ждем следующего конкурсанта. Аня, спасибо большое. Много хорошего в твоей игре. А начну я, пожалуй, вот с самой последней ноты.
Ми, да? Хорошая ретонота в конце, но все-таки вот эту ноту хочется, наверное, немножко более мечтательно, скажем так, протянуть. Успеть в ней вот подумать и вот сделать какой-то итог своих мыслей, которые у тебя вот в этом произведении тобой, наверное, овладевают. Так ведь? А все-таки она пролетела, и ты уже вынуждена была ее вот так быстренько закруглить. Да? Так ее хорошо взяла, так ее хорошо подготовила, и вот хочется ее прям пропеть, провибрировать. И вот, кстати, насчет вибрации самой я тоже несколько советов и рекомендаций хотел бы тебе дать. Ты очень хорошо вибрируешь, длинные протяжные ноты, и хотелось бы еще, чтобы мелкие ноты также были провибрированы. Это уже будет, скажем, такой шаг к проникновенному исполнению. Это как бы дополнительное отношение. Еще к вопросу об отношении. Как мне показалось, немножко лишнего раскачиваешься во время игры. Ты знаешь, многие исполнители действительно делают разные движения. Это и пианисты там в порыве там бушующих страстей, там, я не знаю, да, двигают, как говорится, роялем. Мы, скрипачи, можем что-то как-то выдернуть смычок и так далее. Но, тем не менее, эти движения, они все-таки должны быть оправданы и обоснованы, так ведь? А все-таки, когда это лиричная, красивая, неторопливая мелодия, наверное, все-таки стоит больше сконцентрироваться на звуке, на звуковедении, да? А вот эти движения лишние, они порой, бывает, мешают. Обрати, пожалуйста, на это внимание, да, хорошо? И следи за осанкой, потому что немножко игра есть вот такая вот вниз. Приподними, вот возьми прямо сейчас инструмент, возьми. Вот почувствуй прямой, вот. Между прочим, так стоял Яша Хефиц 100 лет назад со скрипочкой. Вот очень, даже очень хуже. Наглядные пособия. Даже хуже стоял. Аня, спасибо большое. Аня, я хотела бы тебе сказать, ты, судя по тому, как играла, ты неплохо разбираешься в национальной музыке, потому что она у тебя очень органично звучала. И есть такое понятие «мон», ты, наверное, его слышала. То есть это самый близкий перевод, наверное, это душа музыки. Вот мне кажется, что душу вот этого произведения «Ноктюрна» ты сумела передать. И даже, кажется, добавила туда эмоций больше, чем там заложено. Это прозвучало совершенно не однообразно, не в одном стиле. Ты туда вложила действительно очень много и труда своего, и таланта. Поэтому я очень хвалю тебя за твое выступление. Мне понравилось. Спасибо. Спасибо. Анечка, ну все хорошие слова уже разобрали. Придется говорить своими словами. Виктория Анатольевна абсолютно правильно подметила, что характер Ноктюрна... Вот ты знаешь, я бы тебе хотел порекомендовать все-таки играть смелее. Там были такие кульминационные места. Знаешь, что такое кульминация? Да. Это верхняя точка эмоционального состояния. Все-таки поярче, чтобы ты захватила своей игрой нас. И нас, таких уже не первый час слушающих великую музыку в прекрасной студии под софитами, вот разбушевала своими страстями, которые все-таки в этом созерцательном ноктюрне присутствуют. Правильно я говорю, да. Виктория Анатольевна? Да. Ну вот поэтому ярче, хорошо? Смелее и ярче. Понравилось то, насколько ты как будто бы... Ну, я понимаю, что Ильшат сказал, что это, наверное, технически неправильная постановка. Не в конце, да? Вот эти да, нет, я про другое. Ты настолько как будто бы обнимала свою скрипку, и ты настолько с ней вместе, ты в своем мире, что это, честно говоря, очень привлекает и увлекает. Ты действительно ведешь за собой, и это очень важное качество. Пожалуйста, не теряй его. И, как сказал Артур Искандарович, действительно, вот если бы ты еще как вот взбурлила, я думаю, мы бы также беспрекословно пошли бы за тобой. Мне очень понравилось. Удачи тебе. Спасибо. Афарин, Анна, как Виктория Анатольевна сказала, действительно есть Монголы, ты понял? И спасибо тебе большое за это. Действительно, в образе. Мне показалось, даже вот эти движения, они были с какой-то стороны даже органичными в твоем исполнении. Поэтому было приятно на тебя смотреть, вдвойне приятно было слушать. Продолжай, развивайся. Вот все, что мы тебе сказали, оно принимает как инструкция к дальнейшему росту. Большое спасибо тебе и удачи. Спасибо большое. Итак, у нас в студии Анна только что с выступления. Анна, поздравляю тебя с тем, что ты так прекрасно сыграла.
Вручаю вам диплом участника, сразу папе передаю. Ты потом у него забери. Я позвоню, спрошу. Анна, у меня к тебе вопрос. Вот ты уже взрослый человек, уже не совсем маленький ребенок. И, по-моему, музыка – это что-то очень близкое к спорту. Приходится много себя самой мотивировать, вдохновлять и уделять очень-очень много времени занятиям. Скажи, пожалуйста, сколько часов в день тебе приходится заниматься, чтобы достичь таких результатов? Ну, по-разному, но мне кажется, час. Часик в день? Ну да. И сразу на конкурс? Ну, в музыкальной школе долго. Ну, дома не так много, дольше в музыкальной школе я занимаюсь. Анна, расскажи, пожалуйста, а что тебя в музыке вдохновляет? И если говорить о музыке в целом, то что в ней самое главное, самое вдохновенное? То, ради чего стоит так много времени уделять этим занятиям? Ну, когда в начале учишь произведение, вначале трудно, а когда уже конец, когда ты выступаешь, приятно вот видеть результаты, чего ты достиг во время труда. Вот это. И, ну, сама музыка, как она так красиво переливается. Сама музыка вдохновляет. У меня вопрос к твоему папе. Скажите, пожалуйста, скажите честно, вы гордитесь Анной? Да, я горжусь Анной. Я думаю, каждому родителю приятно, когда его ребенок достиг чего-то больше, чем он. И еще к вам вопрос. Как вы поддерживаете Анну? Как вы мотивируете, может быть, ее где-то? Может, она иногда филонит и говорит, не буду заниматься. Вот какие слова, какие выражения вы подбираете для того, чтобы доказать, что все-таки это все не зря? На самом деле сейчас очень важно именно направить детей, чтобы они начали чем-то заниматься, потому что никто не хочет. Есть и материальное стимулирование, есть и убеждение, но на самом деле самое лучшее для нее стимулирование – это когда она видит, как сказала, результаты, да? Она потом уже с удовольствием идет и снова все это делает и повторяет для того, чтобы еще и больше где-то достичь. А вы сами когда-нибудь пробовали играть на скрипке или на каких-то еще инструментах? У нас никто ни в родне, ни где-то по 5-му, на 6-му колену на скрипке не играли. На гитаре где-то я пытался играть. У нас мама, она закончила школу. И вот, наверное, вложилось все-таки очень много в ребенка. И поэтому мы тоже видим этот, слава богу, действительно результат. Ну что ж, поздравляю всю вашу семью с таким бриллиантом и талантом, как Анна. Желаю тебе, Анна, еще больших успехов, а вам желаю ею гордиться. Большое спасибо.
сразу отмечу несколько положительных моментов в твоей игре. Во-первых, радует интонация. Играешь достаточно чисто, интонационно. Это на самом деле отрадно, очень приятно. Потом, что касается вибрации, я бы все-таки... Во-первых, вопрос. Когда ты начала вибрировать? Где-то в классе во втором, наверное. В классе во втором, да? Да. Ага. Поэтому я думаю, что уже пора начинать не только вот какие-то основные длинные ноты вибрировать, но и те ноты, которые, например, 8-е, да, 16-е тоже успеть провибрировать. Потому что иногда бывает, что звучат несколько нот подряд без вибраций, и это, ты знаешь, несколько упрощает все-таки и исполнение, и, как бы, и, наверное, все-таки и задумку композитора, потому что вот это произведение Нура Азгатовича, это, наверное, самое известное из лирических его сочинений. То есть оно у всех на слуху, все его знают, все примерно понимают, о чем здесь идет, какая здесь заложена и грусть, и размышления. Да, я думаю, что вот эти все чаяния тебе тоже, как исполнителю, должны быть близки. Я вот из каких-то вот таких вот деталей отметил для себя еще вот украшения, которые ты играешь. В лирических произведениях, вот, то есть в быстрых, в темповых произведениях они играются быстро, естественно, да? Поскольку произведение медленное, лирическое, то есть их, вот эти форшлаги тоже желательно опевать. Не тарадам, предположим, играть, а тарадам, тарадам, напевно, песенно, да? Вот такой момент. И еще один важный момент хотел бы, который я тебе сказать, это распределение смычка. Не очень ты любишь играть у колодки, быстрее стараешься от этой части избавиться, уйти в конец, и это у тебя получается слишком быстро. Все-таки нужно со временем полюбить вот именно у колодки. Это не только ты, это многие скрипачи этим. Это нормально совершенно. Это просто нужно исправлять, отнестись к этому с вниманием, с определенным, с должным. И потом еще один очень важный момент в твоей игре, который бы я хотел отметить, это переходы. Ты знаешь, на уроке одного известного мастера был такой случай, когда играл ученик, и учитель даже не дослушал, встал и начал что-то по комнате искать. Сюда заглянул, туда заглянул. Значит, ученик перестал играть и спрашивает: учитель, а что происходит, что вы ищете? Да вот, говорит, какие-то кошки, говорит, видимо, завелись. Только не могу понять, где они. Понимаешь, да? То есть переходы должны быть настолько плавными и незаметными, чтобы не происходило, как будто бы это какие-то мяуканья. И вот еще вот такое пожелание. Спасибо. Скажу коротко, но ты заставила в некоторых моментах затаить дыхание. Это дорогого стоит. Поздравляю, тебе удалось убедить. Спасибо. Да, я вот тоже соглашусь, Алия, потому что, ну, видимо, тебе эта пьеса очень нравится. Ты как-то так действительно убедительно, тонко и трепетно это сделала. То, что сказали Ильшат, наш блестящий скрипач, это все, безусловно, правильно, но мы, как с точки зрения музыкантской, мне очень понравилось. Очень тронула ты душу мужскую. Прям, знаешь, прям слеза пошла даже. Ну, кстати, произведение, которым написана эта пьеса, любишь, не любишь. И Да. это основная тема спектакля. Да. И когда люди уже в финале своей жизни подходят к самому главному вопросу, с чего, собственно, надо было начинать, конечно, тут должна звучать очень красивая и очень печальная мелодия. Спасибо. Спасибо. Тур рахмет, бик моңлы уйнайһың. Сынапта бирелеп уйнайһың, оҡшайһың я был көйәмә, ләкин әҙ генә киңерәк, киң күңел менән, киң күкрәк менән уйнарға кәрәк буны. Һәм дә бәлки шул кульминацияһына күберәк ниндәйҙер көс бирергә кәрәк. Сынапта бына әйткәнсә, был һөйөү тураһында көй. Уны әҙ генә өҫтәһәң, бик тә шәп була. Ә былай бик оҡшаны, молодец. Спасибо. Поздравляем, Илья. Молодец. Большое спасибо. Ә беҙгә елкәндә эҙеп киләһе ҡатнашыусылар килеп етте. Алия, мин һине ысын күңелдән ҡотлайым. Мә, дипломыңды ал. Спасибо. Алия, а почему именно скрипка, а не гитара? Ну, потому что я с детства очень любила музыку, и меня больше всего привлекла скрипка. Я захотела на ней играть, потому что очень красиво. А сколько часов в день ты занимаешься скрипкой? Вообще, когда как, потому что я занимаюсь не только скрипкой, еще спортом, дополнительные уроки, школа. Это все много времени отнимает. А как ты все успеваешь? Вот расскажи, в чем секрет? Я распределяю все по дням недели как-то более-менее равномерно.
чтобы еще оставалось свободного времени. А ты можешь сыграть что-нибудь из современной музыки? Ну да, сейчас постараюсь. С удовольствием тебя послушаем. Алия, молодец! Похлопай даже тебе. А вот смотрите, как научиться играть в скрипке? Ну, процесс обучения на скрипке, он длительный, но начинают, когда малыши. Конечно, они начинают с самых простых, самых ярких песенок, детских танцев. Мы с Алией, она начала рано заниматься, в 5 лет. И мы начинали в группе заниматься, мы пели, плясали. Из часа занятий мы 5 минут играли на скрипке. Все остальное мы рассказывали стишки, делали всякие упражнения пальчиковые и пели разные песенки. Ну а потом дети растут, становятся старше, интересы у нас меняются, и постепенно все усложняется, но также остается интересно заниматься. А тот вопрос, который часто задают об абсолютном слухе, я могу сказать из опыта, что он воспитывается. Ого, это очень здорово. А вот Алия была послушной ученицей? Ну, она и маленькая была очень послушная, и сейчас она удивительная девочка, которая всегда выполняет домашние задания. И, кстати, скажу, что она играет не только на скрипке, она играет на фортепиано, она играет на гитаре, она увлекается очень многими вещами, и при этом она во всем успевает. И мало того, она у нас и стипендиат мэра города, и участвует еще в олимпиадах в общеобразовательной школе. Она круглая отличница везде. Ого, Аля, ты такая умничка. Я в тебя верю, спасибо тебе большое. А мы ждем следующего участника.
Молодец. Ксюш, спасибо большое. Важно то, что не просто играешь, а думая играешь. Слышно это с первой ноты в твоем исполнении. Очень отрадно, очень здорово. Ты знаешь, уже по такой игре можно о некоторых, скажем так, чисто музыкантских вещах рассуждать, как, скажем, построение формы, фразы. Вот особенно это сказалось во втором произведении, да, в романсе, что, наверное, все-таки вместо тарам, тирам, тара-та-та-та-тарам, скажем, хочется сказать ла-ра-тирам, та-та-та-та-тирам. Так же было бы, наверное, лучше. Обрати на такие вещи внимание, хорошо? Хорошо. А что касается колыбели, действительно, настроение поймало очень здорово. Единственное, иногда было такое ощущение, что вот, знаешь, ребенок уже готов заснуть, вот он уже засыпает, и раз ты каким-то резким движением его опять будешь, и опять ему поешь свою колыбельную. Прям такие моменты. Да. Вот хочется, что это, опять же, к интерпретации, к прочтению музыкального произведения. Я уже выражаюсь такими взрослыми словами, да, уже тебе как состоявшему всем музыканту, в общем-то, говорю. Вот. И общее впечатление очень приятное. Думаю, коллеги сейчас еще добавят и скажут нужные слова напутствия. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ксюшенька, я хочу сказать, что, слушай, ты меня удивила. Ты приехала из Бирска, замечательного города. Знаешь, с первой ноты было понятно, что а ведь ребенок-то непростой. Да. Я вот это с первой же ноты, даже фразу не надо было дослушивать. И правая рука, и какие ты делаешь динамические вещи, то есть крещендо, форте, пиано. Есть какая-то живость в этом, в твоем исполнении. Это прекрасно, молодец. Значит, ты делаешь правильные вещи. Очевидно, и педагога слушаешься своего. Да, слушаешься педагога? Да. Вот слушайся, потому что, мне кажется, вы по правильному пути идете. И вот уже смотришь возраст, тебе 12 лет, да? 12. Уже исполнилось? Нет, скоро будет 13. Ага, ну, будем считать, что 12 лет. Вот, и уже такой материал, с которым можно работать. Действительно, Ильшат правильно сказал, уже о чем-то не только о детских вещах говорить. Поэтому ты молодец. Спасибо. Это мне понравилось. Ксюша, я вот добавлю к этому вышесказанному только одно. Мне кажется, в твоем исполнении, в твоих руках скрипка иногда звучит как колкубыс. Особенно, когда ты начала вторую вещь играть. Мне так показалось странно, потому что я привыкла слышать колкубыс в Национальном оркестре народных инструментов. У него свой определенный звук, очень красивый. И вот тебе на одной и той же скрипке удалось сыграть так, что звучало как будто два инструмента. Это очень интересно. Спасибо тебе. Спасибо. Мне кажется, тебе стоит продолжать играть народные вещи, потому что ты их очень хорошо чувствуешь. Вот не всегда можно научить, как играть народные мелодии. То есть как, иногда нужно вот чувствовать вот эту какую-то особую, вот, не знаю, соль. У тебя это очень хорошо получилось, как уже сказали. Действительно, мы тут все встрепенулись, когда началась вторая пьеса. То есть видно было, что и тебе очень нравится играть на баске вот эту мелодию. Очень здорово. И очень здорово, что, знаешь, бывают такие очень хорошие ученики. То есть они делают абсолютно все, что им скажет педагог. А у тебя, кроме того, что ты явно хорошо учишься, у тебя есть еще свое отношение. То есть вот такая вот личность, индивидуальность. Я тебе желаю удачи и развивайся дальше во всех направлениях, в которых только можешь. У тебя все получится. Спасибо. Афарин, Ксения, бик, яхшы итеп уйнаның, көсле итеп. Еще немәһәм яхшаным милли киемдә сыккан хакында икегездә. Шуны менән үзегезгә ялы битәһегез. И ошо милли музыканы башкарып, бик тә яхшы килеп сыкты. Афарин, зур рәхмәт. Поздравляем, Ксюшенька, молодец. Спасибо. Рядом со мной стоит Ксения. Она только что с конкурсных выступлений. Ксения, поздравляю тебя с тем, что для тебя этот этап конкурса уже завершился. Вручаю тебе диплом, передаю сразу педагогу. И у меня к тебе совершенно очевидный вопрос. Чья идея использовать национальный костюм для твоего выступления? Для начала мы всей семьей с педагогом и с концертмейстером посмотрели название «Элкен». Нам сразу же представился башкирский национальный костюм. Из-за этого мы все единогласно решили выбрать такой костюм.
какая глубокая драматургия и подготовка к выступлению. А как ты сама считаешь, то, что на тебе башкирский костюм, эти красивые мерцающие маниста, это помогает, прибавляет тебе баллов во время выступления? Тебе самой, не в оценках жюри, а твоему состоянию в тот момент, когда ты играешь музыку? Если честно, то да. Потому что я играю башкирскую музыку, и мне очень сильно придает такое ощущение, что я стою именно в башкирском костюме и исполняю народную музыку. Ты чувствуешь себя настоящим представителем башкирского народа в этот момент? Да. Это здорово. А что еще тебя вдохновляет? Что может тебя сподвигнуть на то, чтобы вот сесть или встать в твоем случае и выучить произведение прям с начала до конца и поразить своего педагога на следующем занятии? Для начала меня действует такое ощущение, что я хочу кого-то поразить своим выступлением, знанием. Мне очень интересно такое удивление, такое эмоция, когда узнают, что я так хорошо играю, что я так хорошо выучу. Это значит, что у тебя есть какая-то определенная химия со зрителями, со слушателями, и ты полностью наслаждаешься и растворяешься в музыке. Я права? Да, это так. И у меня есть пара вопросов к твоему педагогу. Скажите, пожалуйста, насколько волнительно готовиться к таким телевизионным конкурсам? Чем это отличается от обычных ежедневных занятий или от выпускных концертов в конце года? Такого вида мероприятий, конечно же, отличается от всех иных экзаменов и концертов, конкурсов, потому что это очень серьезное мероприятие. И Ксюша была очень заинтересована в этом. И, в общем, мы с ней вместе делали одно дело, она мне помогала, и у нас все получилось. Можно назвать вас отличной, сплоченной командой в деле подготовки к мероприятию. Я права? Да, совершенно точно. Ну что ж, радуюсь за вашу команду, сопереживаю и уже болею за ваши результаты в этом конкурсе. Поздравляю вас, вы в любом случае победители. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Изида, поздравляю, здорово просто. Ты знаешь, большое впечатление произвело лично на меня то, что редко когда бывает, что вот начинающие музыканты, струнники в частности, обладают такой правой рукой. Ну, это просто, это вот такие смены, я просто могу сказать, как специалист в области элементарно, да, что на самом деле это редкое явление. Это просто и большой респект педагогу, и ты молодец, что вот так вот благополучно, скажем, обстоят с этим дела. Вот просто по музыке еще некоторые вещи хотел сказать. Перед повторением темы ты играешь на доминанте ла-та-та, несколько раз повторяется эта нота. И скажи, пожалуйста, ты специально ее без вибрации прям подряд несколько раз играл? Или так получилось? Или так задумано? Вот как все-таки? Ну, наверное, специально. Специально так. Вот ты так увидела, что вот именно эту ноту не нужно вибрировать. Потому что в конце ты вот красиво протянула и прям каждую ноту вот на ней насладилась, остановилась, и в последнюю в том числе. А вот перед повторением темы прям несколько раз одна нота была вот просто без вибраций. Вот тебе так захотелось именно, так, да? Ну да, наверное. Ну, похвально, наверное, то, что это вот твое вот уже индивидуальное видение, отношение. А так, большое спасибо. Здорово. Изида, я скажу, как твой коллега. Все знают меня как кларнетиста, но в 5 лет я играл на виолончели. И именно у твоего профессора Марка Донатовича. Поэтому мы с тобой дети одного отца. Ты во сколько лет взяла виолончель? Я в 5. Ну вот мы с тобой даже в 1 год взяли виолончели, правда, с разницей там несколько десятков лет. Поэтому, слушай, ну я, конечно, не играл такие произведения. У меня было очень серьезное произведение. Я играл «Тяжелый поезд». Ты не играл «Тяжелый поезд»? Нет. Это тебе не какой-то там лирический танец или еще что-то, или концерт Гайдена. Это «Тяжелый поезд». Это серьезное произведение, видишь? Вот. Поэтому, конечно, очень приятно, когда детки играют на виолончели. Я вот в свое время, видите, променял его на более легкий по весу инструмент, на кларнет. А ты давай терпи. Это серьезная история. У тебя прекрасный педагог, у тебя замечательно все получается. Я уверен, что это только начало, да? В следующем году придешь играть с нашим оркестром ре-мажорный концерт Гайдена. Или до-мажорный. Какой тебе больше нравится? Не ре-мажорный. Ре-мажорный больше нравится? Ну, значит, будешь ре-мажорный. Договорились? Да. Я тебя поздравляю, дорогая моя. Молодец. Спасибо. Афарин, шундай зур кыйын әсәр уйнаның. Сынапта унда бит бер генә көй генә түгел, унда әллә нисә тапкыр төрле кайфтар килә бит инде. Һәр береһен үзенә yetkереп уйнайһың. Миңа нык охшаны сынапта һәр бер менә уйнаган бәләкәй генә бер интонация булһа ла, уны яратып эшләйһең, уны аңлап, унда эсенә инеп торып эшләйһең. Мин һиңә тик уңыштар гына теләйм. Бик охшаны котлайм. Рәхмәт. Изида, скажи, пожалуйста, а кроме виолончели, чем ты еще занимаешься? Какие у тебя увлечения есть? Фортепиано. Фортепиано. Совсем же так. Ну... А что ты вот любишь делать помимо музыкальных занятий? Мне почему-то показалось, что ты должна хорошо рисовать. Потому что ты так рисовала сейчас звуками, показала разные приемы игры. Просто как будто это были сменяющие друг друга картины. Несмотря на то, что название у произведения спокойное, романс. Романс может быть обо всем, о чем угодно. А ты показала разные настроения. И они были прям такие живописные. Мне очень нравится эта твоя черта. Я бы тебе посоветовала ее продолжать развивать. Рисовать музыкой. Спасибо большое. Изида, dur рахмат һиңә. Безне бик нык шатландырдың. Матур итеп, безгә моңлы итеп, көсле итеп, дөрес итеп ошо романсты башкардың. Миңа нык охшаны. Артабан да һиңә ошо ижади юлда барганыңда тик уңыштар, яхшы кешеләр осрап, үзең бәхетле бул. Рахмат. Рахмат. Поздравляем тебя. Молодец. Спасибо большое. Әбездән киләһә катнашучысы ул Изида. Изида, мин һине ысын күңелдән котлаем, был диплом һинеке. Изида, ты вообще первый раз на таком большом телевизионном проекте?
Да, это мой первый телевизионный конкурс. А как ты вообще готовилась к этому конкурсу? Ну, я много занималась. У меня было много уроков с Марком Донатовичем. А почему именно виолончели? Он же с ростом тебя, не тяжело ли его таскать? Нет, обычно его носит мама. А вообще, сколько ты училась играть? Училась, наверное, год. Год. То есть ты за год добилась таких успехов, да? Ну, наверное. Кстати говоря, мне казалось, что виолончели выбирают только мальчики. И вообще, часто ли приходят девочки учиться играть на виолончели? Ну, так сложилось, что в моем классе действительно большинство учеников всегда были мальчики. Но и девочки тоже. И надо сказать, что девочки добиваются очень больших успехов. И надо сказать, что вообще виолончель только в 20 веке стала женским инструментом. В 19 веке это в основном были мужчины, очень мало женщин. А сейчас приблизительно пополам. А кого легче учить, девочек или мальчиков? Девочки, они, в общем-то, в смысле занятий, у них получается лучше, быстрее. Мальчики, они немножко позже созревают, и позже у них получается так же хорошо. Ну, а потом в дальнейшем бывает по-разному. Кто как трудится и у кого какие способности. Изида, у меня такое ощущение, что ты уже тут была. Не так ли это? Да нет. Тогда моя сестра Саида играла на флейте, а я вот выбрала виолончель. А вы пробовали как-то вместе сыграть? Совместить эти два инструмента? Да, только мы пробовали еще с нашей третьей сестрой Сабиной. Мы играли 2 ансамбля. Такмак и канон. Изида, тебе большое спасибо. Я в тебя верю. Ну а мы ждем следующего участника. Аделечка, спасибо большое. Вот, кстати говоря, последняя нота в исполнении Адель мне очень понравилась. Да, высокопрофессионально. Какая нота? Высокопрофессионально, высокохудожественно, молодец, здорово. Очень хорошо вибрируешь. Ты знаешь, мне очень понравился инструмент. Ты знаешь, мастер, кто изготовил твой инструмент? Нет. Там вот внутри у тебя не написано. Помощь зала нам потребуется. Помощь зала. Никогда не смотрела, что там происходит внутри? Что там, как располагается? Не интересно тебе? А там много чего интересного. Ты знаешь, например, что вот от этой палочки, которая стоит между деками, от много чего зависит. И в звуке, и вообще. От подставки. То есть скрипка очень и очень интересный в этом плане инструмент. Я рекомендовал бы тебе вот поглубже изучить именно сам инструмент.
А по твоей игре могу сказать, что очень хороший плотный звук. Мне понравился, молодец. Единственное, ты знаешь, вот, что бы я тебе хотел посоветовать в плане переходов. Они у тебя либо с таким характерным мяуканьем, как и вот у нас обычно у струнников бывает, да, либо резкие. А нужно плавно и как можно больше, более незаметно. Хорошая интонация, спасибо большое. Замечательное исполнение. Спасибо. Адель, афарин. Хине уңыштар телейм. Һәм дә бәлки мына шу Агыйдел тураһындагы һымак әҫәрҙәрҙе күберәк уйнарға. Шундай киң, моңло көйҙәр уйнарға. Улар һине бәлки ошо ҡояш һымаҡ йылмайыңды бәлки бит уларҙы уйнаһаң күберәк күрәбеҙ. Йылмай инде. Улыбнись. Дур, молодец, сиңә уңыштар теләйем. Адель, а я хочу сказать, девочка, ты очень такая бойкая, смело играешь. Понятное дело, что, наверное, ты и более трудные произведения уже играешь, учась в Уфимской ЦМШ, да? Что ты играешь, кроме башкирского репертуара Касимова и Любизара? Какие-то, наверное, Вивальди что-то уже пробовала играть или не пробовала? Каких-то менее знаменитых композиторов, чем, конечно, которых я озвучил заранее. Ля минорный концерт Вивальди не слышала никогда? Ну, сейчас на экзамене, наверное. Ну, в общем... В коридоре никто не играл? В коридоре все играют. А вот сцену выйти и сыграть, это вот совсем другая история. Это молодец, смело. Единственное, что Ильшат отметил, как ты красиво протянула последнюю нотку. А вот в первой пьесе, да, ты так ее быстренько закончила, что мы даже не поняли. Да. Подумали, что что-то там произошло не то. А ты так ее как-то закончила и бросила. Это же целый Любизар, понимаешь? Целый Любизар. Бросать так нельзя, такие произведения. И любые нельзя, хорошо? Сделать жирную точку всегда важно. Хорошо? А так в целом ты молодец. Смело играешь, звучит у тебя хорошо скрипочка. Давай, развивайся дальше. Адель, тебе нравится на нашем конкурсе? Да. А что именно тебе понравилось? Адельчика, мне хочется тебя разговорить, потому что, мне кажется, в музыке ты не успела высказаться. Ты так сыграла, как ученица, 2 пьесы, а вот какая ты на самом деле, какой ты человек, мы как-то не успели почувствовать. Ну, мне кажется, что в нашем конкурсе каждому человеку дается не только кораблик, но еще и парус. Поэтому давай, не бойся, распускай свои паруса, плыви вперед. Спасибо тебе за твое выступление. Любезники, Любизар ерындашлай. Любезники, Любизар, молодец, молодец. Деп ердайлар. Мен де хинешлай. Молодец, молодец. Адель деп айтқа келем. Сенке сынаптар нық күслі етіп, мотор етіп, дәртлі етіп. Уняның Любизарда еще дәртлерек етіп, уня келі сығыштарыңда ярайын. Шуға мына ағайдар, апайдар айтканларыңды тыңнап, шуларды иске алып, артабан да үсірге. Оңыштар? И вновь встречаем следующего участника, для которого все волнения и все конкурсные выступления остались позади. Ну, по крайней мере, на этом этапе. Аделя, поздравляю тебя с тем, что ты успешно выступила. Вручаю диплом твоему педагогу. Потом не забудь забрать. И у меня к тебе такой вопрос. Аделя, как ты поняла, что хочешь заниматься музыкой? Как это произошло? Ты однажды проснулась и решила: хочу играть на скрипке? Или это было как-то по-другому? Расскажи. Я не помню. Сколько тебе было лет, когда ты начала заниматься? 3,5. Оно и понятно. Действительно, трудно что вспомнить. Ну хорошо, а как ты поняла, что ты любишь музыку? Ты ведь, наверное, любишь, у меня почему-то в этом нет сомнений. Просто поняла. Просто музыка однажды сказала: Аделя, я люблю тебя. И ты сказала: я люблю тебя тоже, музыка. Так было? Да. Ну, я так и знала. Скажи, пожалуйста, чем ты будешь заниматься на каникулах? Ты уже выбрала себе новую программу? Программу мы уже выбрали. Сыграли концерт Вивальди «Ля минор». Теперь она осваивать будет концерт Комаровского, первую часть. Пьесы медленную, быструю. Может быть, что-то еще из башкирских композиторов обязательно. Ну что ж, у вас такие серьезные планы на лето и, видимо, на всю оставшуюся как минимум музыкальную школу. И еще к вам тогда вопрос об этом. Как вы считаете, академическая музыка
уходит куда-то в прошлое, или она все-таки остается с нами, продолжает влиять на будущее наших детей? Конечно, классическая музыка – это школа, которую получают дети. Обязательно все обсваивают репертуар этих композиторов. Так что это с нами навсегда. Я согласна с вами. Ну что ж, Аделя, скажи, пожалуйста, ты будешь еще нас радовать успехами? Да, буду. Ну, мы будем очень ждать. Спасибо вам за интервью. Желаем вам дальнейших успехов, удачи в достижении ваших больших целей. Спасибо большое, Изабель. Поздравляю тебя с выступлением. Мне очень понравилось, я хочу сказать. И поскольку ты в конце... Я вот, слушая тебя, хотел спросить, знаешь ли ты о таком элементе техническом, как вибрация? Но поскольку в конце ты попыталась чуть-чуть провибрировать, я понял, что тебе это знакомо. Все-таки вот я думаю, что самое время, самая пора, тебе уже 10 лет, начать красиво, очень певуче и по-разному. Ты знаешь, да, что вибрации бывают разные на скрипке, в зависимости от характера, скажем, да? Да. В зависимости от задумки. Она может быть плавной, может быть интенсивной, да? Может быть как ровной, например. То есть разные виды вибраций. И, соответственно, разные виды вибраций существуют. Кистевая, пальцевая, так ведь, что вот самая главная вибрация должна быть свободной. Вот и когда будешь заниматься, пожалуйста, обрати на это в первую очередь внимание, хорошо, чтобы руки всегда были свободными. Тебе гораздо будет легче играть свободными руками, нежели существуют, вот, к сожалению, такие проблемы у исполнителей, когда зажатие происходит определенное, да, естественно, и на сцене, и при выступлениях это все усиливается. Вот я желаю тебе больших успехов. Вот, родители музыканты, им большой привет. Мамочка замечательная скрипачка. Вот. Спасибо. Успехов тебе. Спасибо большое. Спасибо. Скажи, пожалуйста, что ты еще любишь играть? Какие произведения? Я люблю Вивальди. Ух ты. А что ты уже играла из Вивальди? Концерт легкий. Здорово. А ты бы хотела в будущем, например, поиграть этого Вивальди вот с оркестром национальным симфоническим? Я тебе желаю успехов. Мне кажется, у тебя есть все задатки, все шансы это сделать. Вот Артур Искандарович у духовиков все время спрашивал, а сколько часов ты занимаешься в день? 2 или 1. Вот, на скрипочке 2 или 1. Надо больше. Надо больше, если ты хочешь, потому что только терпение и труд все перетрут, да? Желаю тебе удачи. Спасибо. Бик яхшы ойнадың.
зур рахмат һиңа ошонда биздин конкурска келип катнашууңа. Ушулай айтып дагам ит, артабан да ниндейдир итешеликтер болса да, уларды киләсәктә һин устранять итерһең. Шуга мин һиңа теләйм тик уңыштар. Вперед, дерзайте. Спасибо. Изабель, я хотела тебя поблагодарить за выбор пьесы. Поскольку у нас конкурс телевизионный, то вы своей игрой, вы не только играете перед жюри, получаете какие-то места, проходите в финал. У вас есть еще очень важная задача. Вы можете показать многим зрителям, какая красивая музыка у нас звучит. Вот ты нас познакомила с пьесой Ильдара Изилевича Хисамуддинова. Ты, может быть, у него учишься тоже в ССМК или нет еще? Нет. Ну, значит, где-нибудь в старших классах будешь учиться. То есть вот в твоем исполнении пьесу послушают и скажут, я тоже хочу сыграть это произведение. Так что спасибо тебе за выбор музыкального материала. Спасибо. Молодец, Изабель, молодец. Но хочу тебе порекомендовать, конечно, знаешь, мой профессор всегда говорил, веселее и ярче. Вот немножко мне не хватило яркости и твоего внутреннего задора. Наверное, ты испугалась, но пугаться нечего. Вот настолько Ильшат кусается, все остальные не кусаются. Вот. Поэтому вот видишь, какая ты улыбчивая девочка. Да. Знаешь, вот сейчас улыбаешься, мы тебя раззадорили. Но ты должна нас тоже раззадоривать, понимаешь, своей игрой. Поэтому 1-2 часа не годится, я такое не принимаю, такой ответ. 5-6 поговорим тогда про Национальный симфонический оркестр, когда 5-6 сделаешь, хорошо? Вот, потому что в ЦМШ, в которой ты учишься, Уфимской, конечно же, должна как все свое любое время отдавать только чему? Музыки. Вот, правильный ответ. Молодец. Только музыки. Раз уж ты пошла в самую главную музыкальную школу этой республики. Так что удачи тебе, Изабель. Занимайся и постигай. Спасибо. Молодец. Со мной в студии юная принцесса Изабель. И прежде всего, Изабель, я поздравляю тебя с тем, что конкурсное выступление для тебя позади. Можно выдохнуть, расслабиться, например, принять из моих рук диплом. И поздравления. Изабель, у меня к тебе есть вопросы. А скажи, пожалуйста, ты выбрала скрипку в качестве своего профессионального инструмента, потому что почему? Какая она для тебя и что в ней с тобой созвучно? Она музыкальная, у нее красивый звук. Говорят, что когда в оркестре звучит скрипка, это всегда музыка про любовь. Ты согласна? Да. Ты чувствуешь себя влюбленной в музыку в то время, когда ее исполняешь? Конечно. И давай зададим пару вопросов твоей маме. Скажите, пожалуйста, уж не можем мы вас обойти стороной, потому что всегда интересно, а как себя чувствуют родители во время выступления детей? Сильно вы волнуетесь? Думаете сильнее, чем Изабель? Ну, не думаю, что сильнее, но волнуемся, конечно. За что вы больше переживаете? За то, как жюри оценит вашу дочь, или за то, как она сама себя будет оценивать и чувствовать на сцене во время выступления? Конечно, как она себя почувствует. Мы можем сказать, что оценки не так важны. Самое главное, как Изабель сама себя оценит, правда? Правда. А что вы делаете дома для того, чтобы еще больше развивать ее музыкальность и направлять на этот музыкальный путь? Заниматься по 3-4 часа. Изабель, правда? Правда. Ну что ж, сочувственно покиваем, Изабель, но на самом деле очень гордимся вами, гордимся вашими результатами и желаем вам еще больших успехов. Спасибо большое. Спасибо.
Айзель, спасибо большое. Очень красивое имя у тебя. А что оно означает, ты знаешь, Айзель? Нет. Ой, может быть, это луна с башкирского? Ой, нет? Ну, может быть. Может быть. Из хорошего хочу отметить, что вот немножко небольшая сбивка была в начале, так ведь, когда ты начала играть, да, и потом сразу же себя поймала, да? Угу. Вот это похвально. Конечно, нежелательно ошибаться. Понятно, что на сцене как Ну да, можно... я сама заметила. Заметила, да? Да. И тут же сразу сообразила и включилась дальше, так ведь? Мгм. Ну, это здорово, вот я поэтому и говорю, молодец. Да? А как ты думаешь, вот ты держишь скрипочку, надо держать скрипку левой рукой или все-таки, или как? Или все-таки подбородком? Вот. Так, правильно, правильно. Все-таки она держится подбородком и на плече, так ведь? Потому что если переходить, тогда вот так задержишься, и ты не сможешь сыграть. Конечно, совершенно правильно. Но А вот если ты знаешь- мылом смазать? Нет? Ну, ты знаешь... Тогда вообще скрипка расстроится. И растворится? Да, и еще и раствориться к тому же может. Действительно. Поэтому не надо мылом смазывать, Артур Искандарович шутит у нас, да. Но ты знаешь, я почему говорю? Потому что было ощущение, что вот все-таки вот потому, как ты стоишь, как будто бы ты все-таки держишь ее рукой. Она вот у тебя сползает на ручку, и ты как бы ее вот поддерживаешь. А вот попробуй встать ровно. Возьми скрипочку, подними ее немножечко. Откинься немножко назад, вот так. Почувствуй, какая у тебя ровная и красивая спина. Подведи смычок к скрипке. Возьми еще раз. Проведи какую-нибудь ноту. Красиво, хорошо. Вот так. Вот. Вот. Вот совсем другое дело. И слушается по-другому, и чувствуется сразу у тебя и отношения, и глазки блестят. Ну, вообще, ты молодец, ты артистичный, улыбаешься очень хорошо. Спасибо большое. Нет, еще не все. Еще вот коллеги еще не все. Ты у нас сегодня завершаешь конкурсную программу, причем тем же произведением, которым начинали мы, 7 девушек. И вот мне хотелось бы, глядя на тебя, сказать, мы многим детям говорим, просим, будьте, пожалуйста, на сцене, ну, дружелюбнее, естественнее, улыбайтесь, особенно если вы играете произведение веселое, а у тебя такое произведение сложное, ты играла вариации. И мелодия это, в общем, сама грустная, правда же? Ты же знаешь историю 7 девушек? Легенда есть. Легенду ты знаешь, молодец. Но ты при этом так с нами кокетничала, надо сказать. Я и сама заметила. Так что давай с тобой договоримся. Ты вот сейчас нам показала, какой у тебя прекрасный характер. А в следующий раз, когда ты придешь на конкурс, ты будешь более сосредоточенная на том, что ты играешь, а не то, как ты выстраиваешь отношения с жюри. Ты нам очень понравилась, правда. Так что продолжай свои занятия на скрипке, чисть свою интонацию, работай над образом, и мы с тобой обязательно увидимся. Хорошо. А я вот хотел добавить, Айзель, к тому, что сказал уже Ильшат, наш прекрасный, блестящий скрипач, к тому, что на сцене, хоть ты и кокетничала с нами, но вот по твоему образу и твоему положению на сцене ты все-таки не чувствовала себя артисткой. А ты артистка, понимаешь? На тебя светят софиты, на тебя смотрит публика. Ты должна выпрямить спину, поднять голову высоко и наслаждаться процессом, что бы ни происходило вот здесь. Поэтому ты красивая девочка. Тебя окружают, я думаю, что хорошие, красивые люди. Ну так ты чувствуешь себя большой артисткой, понимаешь? А ты так что-то там закопалась немножко, что-то там искала, мяукала местами, понимаешь? Вот образ, он заряжает нас. Поработай не только над технологией, как сказали мои уважаемые коллеги, но и над образом своим. Хорошо?
Но то, что ты говорить хорошо умеешь, это уже большой плюс. Мы многих детей не могли даже разговорить. А ты тут у нас целую историю про легенду 7 девушек знаешь даже, понимаешь? Поэтому дерзай и занимайся дальше. Мен Артур Искандарович менен әдгенә бәхәсләшер инем. Үзең дә артист тоймайһың тине. Минеңсә улай түгел. Ул бигрәк тә артист булып башланы. Ну, не стоит тейминде. Сынапта бәлки әле һинең әдерәк сыгыш яһаганга микәнме? Сынаптан да ниндәйдер бер нимә килеп сыкты ла, һин что-то уже оныттың да безне скрипкаңа карай башланың. Моннан алда сынапта шул кадәр матур, иркен уйнаның һәм сынапта ошо 7 кыздың нескәлеген күрһәттең безгә. Шулай итеп шундай берәй ошибкалар булганда, уларга карамаенса үзеңнең шул кәефеңде әтердің ең адағына еткерергә кирәк, кәме? Һиңа уңыштар. Рәхмәт. Бик кыюк кызың, Сибайдан безгә килеп иткәнһең, безгә матур гына көй башкардың. Рәхмәт һиңа зур итеп. Шулай итеп, мына ошо музыка юлына басканһың икән. Музыка юлы ябай гына юл түгел. Монда күп итеп шөгыльләнергә кирәк, заниматься кирәк. 15 минут түгел, сәгатьләп. Шуга сынапта әгәр дә был юлдан барып булган икән, һиңа уңыштар, күбрәк сәхнәләрдә моны ниндәйдер хаталар булган икән, күбрәк сәхнәләрдә уйнаһаң, алар ешыла һәм хаталарһыз да матур килеп сыгасың. Рәхмәт. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт әйтәм. Һәм бүген безнең кыллы музыка коралдары номинациясының иң адакы катнашучысы ул Айзел. Айзел, мин һине ысын күңелдән котлайм, бу диплом һинеке. Рәхмәт. Айзел, бuna катнашуы авыр булдымы һәм жюри нимә дип әйтте? Яхшы булды. Жюри әйтте, уңыштар һәм уңыштар. Әлбәттә, унан башка нимә дип әйтәһең инде? Ни өчен скрипка? Мин уны балалар баксагында йөрергә башланым да, скрипка уйнарга теләнем. Көненә ничә тапкыр һин скрипка менән шөгыльләнәһең? 3 тапкыр. Ничә сәгать? 1 сәгать. Ничек һин бuna өлгерәһең? Һин буш вакытта нимә эшләһең? Скрипкала уйнайм һәм фортепианола. Фортепианода бик яхшы. Хәзер мин һинең әсәеңә бер һорау бар. Ничек бuna ошондай талантлы балаларны үстерергә? Ну, бар балалар да һәләтле дип исәпләйм мин, һәм әлбәттә ата-әсәйдән тора. Әгәр дә ата-әсәй үзенең балаһын киләсәктә матур һәм билдәле, шулай уңышлы кеше итеп күрергә теләй икән, димәк, ул үз вакытында йәлләмәскә тиеш һәм төрле түңәрәктәргә йөртергә кирәк. Һез ничек уйлайһығыҙ, баланың уңыштары укытусынан торамы, я үҙенәнме? Әлбәттә, укытусынан да һәм баланан да тора. Сөнки бында төп талап ул хезмәт һәм бик күп теләк, үз өстөңдә эшләү. Азел, бuna киләсәктә һин кем булырга теләйһең? Һайланыңмы? Юк, әлегә юк. Әле уйлайм. Мәсәлән, кем булырга теләйһең? Укытучы. Музыка укытучыһымы? Әйе. Азел, мин һиңә уңыштар гына теләйм, мин һиңә ышанам. Без һөҗүмчеләрне көтәбез. Пора объявить первых финалистов телевизионного конкурса юных музыкантов «Елкен». Изида Бегаева, виолончель, Средний специальный музыкальный колледж, город Уфа. Ксения Горбунова, скрипка, Детская школа искусств имени Мазгута Баширова, город Бирск. Мария Моторина, скрипка, Детская музыкальная школа номер 11, город Уфа. Елкен телевизион конкурсының финалы 28 октябрьда. Перед днем рождения выдающегося композитора, певца, одного из основоположников башкирского профессионального музыкального искусства Газиза Альмухаметова. Башкортостан дәүләт концерт залында яшь музыканттар Милли симфоник оркестрга кушылып уйнай. 28 октябрь тураһында онытмайбыз. Осрашканга тиклем.